Здравствуйте, ребята! Четверг ТВ представляет онлайн-уроки для детей. Добрый день, мои юные друзья! Мы вновь встретились с вами. Сегодня мы с вами поговорим о щедрости. Дружно за руки возьмемся и друг другу улыбнемся, а потом мы скажем дружно: хорошо учиться нужно. Расшифруйте, пожалуйста, крылатые выражения. Например, на цифре 1 стоит буква «щ», остальное выполняем сами. Вам 1 минута. Время истекло. Что же у нас получилось? Ответ: щедрость – зеркало души. Ребята, подумайте, что такое щедрость? Послушайте мнение ваших друзей. Щедрость – это когда человек помогает другим людям. Это если ты очень добрый, всем даешь то, что они тебе, то, что они просят. Это значит храбрый, отважный, добрый. Щедрость – это когда ты сильный и никогда и не плачешь, и не пугаешь ничего. Щедрость – это когда человек умный, когда человек сильный или быстрый. Вот. И если это соединить все сразу, то получится щедрый. Щедрость – это когда ты смелый, отважный, не стесняешься. Того надо человека назвать щедрым, когда он кому-то помог или что-то сделал. Когда кто-то злой. Я щедрый. Я всем и везде помогаю. Я щедрый человек, потому что я помогаю примеры решать. Я не очень щедрый. Я иногда стеснительный. Да, я щедрый. Я им даю то, что они у меня просят. Дополните фразу. Щедрость – это… Сравните то, что написали. Щедрость – это ценность, живущая в сердце человека, который бескорыстно из самых лучших побуждений спешит на помощь, ничего не требуя взамен. Внимательно посмотрите на рисунки. Что изображено? Все эти люди спешат на помощь и ничего не требуют взамен.
чем проявляется щедрость человека? Она проявляется не только в умении дарить материальное благо, но и в умении быть добрым, отзывчивым, поддерживать добрым словом, теплым взглядом. Как же стать щедрым? Как вы думаете? Живи и поступай так, чтобы окружающим взрослым и детям было с тобой приятно, радостно. Помогайте пусть немного, но каждый день, чтобы щедрость стала привычкой. Щедрый человек счастливее других. Почему? Как вы думаете? Послушайте сказку о щедром сердце. В одном городе жил щедрый старик, и не было почти никого, кому хотя бы раз не помогла его щедрость. Всю свою жизнь старик проработал печником. Печки, которые он клал, славились на всю округу. Люди говорили, что в каждой печке кусочек его горячего сердца оставлен. Когда печник состарился и не мог больше работать, он часто вспоминал свои печки и даже мысленно разговаривал с ними. Однажды во сне старик увидел печь. Она улыбнулась ему и проговорила: «Не узнаешь меня? Я та самая печка, которую много лет назад ты сделал для одного человека. Мой хозяин тяжело болен, и вся его семья в безутешном горе. Если он умрет, некому будет его 4 детишек кормить. Старик, когда ты меня сделал, ты отдал мне что-то очень горячее. Только много лет спустя я поняла, что это частица твоего любящего сердца. Все эти годы я берегла и хранила ее, как зеницу ока. Но сегодня я услышала слова доктора. Он сказал, что спасти больного может только чудо. Вот я и решила подарить моему хозяину свое сокровище. Может быть, оно заставит его умирающее сердце биться сильнее? Старик очень удивился и сказал: «А ты не боишься после этого остыть?» «Я, старик, уже отжила свое. Если я остыну, меня сломают, а на моем месте другую печку поставят, только и всего». Целый день сон не выходил из головы старика. Наступил вечер, неожиданно в дверь постучали, и в дом вбежала встревоженная женщина. «Милый человек, помогите! Мой муж умирает, сейчас он мечется в жару и бредит!» Взволнованно проговорила она, умоляюще глядя на старика. «Но чем же я могу помочь? Разве что за доктором сбегать?» – предложил старик. «Нет, вы можете! Мой муж зовет вас и все время повторяет ваше имя!» Тут старика даже в жар бросила. Он вспомнил свой странный сон, быстро поднялся и побежал за женщиной. Как только старик вместе с женщиной вошел в дом, первое, что он увидел, была печь, та самая, которая ему приснилась. Не мешкая, старик бросился к печке, открыл дверцу и вынул из золы что-то очень горячее. Затем он подбежал к постели больного и быстро сунул ему под рубашку найденный в печке предмет. Некоторое время больной лежал неподвижно. Постепенно его щеки стали розоветь. Он улыбнулся и произнес слабым голосом: «Спасибо, старик». Через несколько дней старик умер. Говорят, что после его смерти печки, которые он сделал, стали еще горячее, а в домах, где они стояли, навсегда поселилось счастье. Ответьте, пожалуйста, на вопросы. Как вы думаете, что значит поделиться своим сердцем с другим человеком?
Перечислите всех, кто делится с вами частицей своего любящего сердца. Представьте себя жителями города и расскажите, чем щедрый старик помог вам. Почему в домах, где стояли печки старика, поселялось счастье? Представьте, что одна из печек старика открыла вам секрет щедрости. Расскажите, что это за секрет? Щедрость, отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро другим. Щедрость – все положительное, хорошее, полезное, ласковое. Разберитесь, пожалуйста, в ситуациях. Вы возвращались из школы домой. Увидели на перекрестке старика, который никак не решался перейти улицу. Вы подошли к нему, взяли за руку и перевели на другую сторону улицу. Только старик собрался поблагодарить, но вас возле него не оказалось. Как вы думаете, вы правильно поступили? Когда старушка-соседка попросила вас сходить в магазин и купить ей хлеба, вы согласились, но заявили, что за это она должна вас чем-то отблагодарить. Как вы думаете, вы хороший человек? Ваш одноклассник взял у вас поиграть игрушку или почитать книгу и не отдает уже месяц. Стоит ли вам напомнить ему о долге или лучше промолчать? Поиграем с вами игру «Да», «Нет». Если ответ правильный, вы хлопаете ладошками. Если нет, топаете ногами. Является ли щедрым человек, который всегда делится всем, что имеет? Молодцы, ребята! Ждет ответной благодарности? Нет, конечно. Радуется, когда делает подарки? Правильно. Замечает, что кому-то нужна его помощь. Молодцы, ребята! Посчитывает, сколько добра он сделал другим людям? Нет, конечно. Всегда напоминает о том, что кому-то что-то подарил. Молодцы, ребята! Счастлив, когда у других появляется что-то хорошее. Ну, конечно же, да. Домашняя работа. Ребята, напишите маленькое эссе «Щедрая земля». Внимательно посмотрите на рисунки. В чем проявляется щедрость земли? И почему мы называем щедрая земля? Дополните фразы. Теперь я могу. Я научился. Было трудно. У меня получилось. Было интересно. Меня удивило. Сегодня я узнал. И поделитесь своими мнениями. Всего вам доброго. До новых встреч!